В эфире новости, в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Коротко о темах этого выпуска. На время проведения Восточного экономического форума «Аэрофлот» традиционно увеличит частоту рейсов, чтобы обеспечить перевозку участников и гостей. В сентябре начнется отопительный период в центральной части республики. В районах начали подготовку к сезону. Узнаем подробности. В Алекминске состоялись соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Турнир проходит ежегодно, привлекая не только профессиональных волейболистов, но и новичков. Аэрофлот традиционно увеличит частоту рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и Владивостоком, чтобы обеспечить перевозку участников и гостей ВЭФ. В частности, с 22 по 31 августа между Москвой и Владивостоком будет выполнено 64 парных рейса. С 1 по 4 сентября на маршруте Москва-Владивосток-Москва запланировано 30 парных рейсов. В Усть-Алданском улусе в рамках подготовки к прохождению отопительного периода министр ЖКХ Республики Вячеслав Емельянов посетил ряд муниципальных образований. Обсудили ряд вопросов, в том числе, какие меры поддержки могут быть для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере ЖКХ. Также пояснили вопросы, связанные с необходимостью своевременного начала отопительного периода. Напомним, что в ряде арктических районов отопительный сезон начался с 5 августа, а в центральной части республики отопительный период начнется в начале сентября. Данные вопросы мы решим, своевременно войдем в отопительный период, но при этом в случае возникновения каких-то ограничений или несвоевременного начала отопительного периода просим обращаться в Министерство ЖКХ и энергетики. Мы оперативно отработаем с муниципальными образованиями, ресурсоснабжающими организациями и обеспечим начало отопительного периода в установленном порядке. В Обгинском районе работники ЖКХ проводят ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. В Улусе меняют сразу 4 котла. Один агрегат обновит мощности в селе Сулгачи, еще один в Покровке, а 2 котла примет районный центр село Амга. Помимо этого, по всему Улусу бригады перекладывают 2,3 километра тепловых сетей и монтируют 2 новые дымовые трубы взамен отслужившим срок. Общий объем угля, который будет доставлен на котельный Улуса к зиме, составит 13 360 тонн до открытия автозимника. В этом году по федеральной программе МКИ «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 3 километра должны отремонтироваться по капитальному ремонту. По Улусу ведутся работы по плану. В селе Чурапча приступили к благоустройству набережной речки Кохора. В прошлом году данный проект стал одним из 7 победителей конкурса федерального проекта формирования комфортной городской среды и национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. На его реализацию направили 50 миллионов рублей. Новые возможности для отдыха, занятий спортом и развития территорий по-новому. У жителей Чурапчи в скором времени будет обустроена набережная местной реки Кохора. А все благодаря победе в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В чурапчинском наследии реализуется очень много программ по национальному проекту, который инициировал президент Владимир Владимирович Путин. На этих днях реализуется программа формирования комфортной городской среды в селе Чурапча. Это проект набережной речки Кохора. В данный момент производится отсыпка территории. Согласно мастер-плану села, территория объединит существующие общественные зоны. Главной идеей в проекте станут функциональные зоны, которые объединят смотровую, игровую и спортивную площадки. Национальный колорит будет отображен в архитектуре, отражая богатую историю и культуру Чурапчинского улуса. Так, входную зону будет украшать пирс, названный в честь художника Афанасия Мунхалова, и будет расположена стела с названием Кохора Кытыла. В нашей Чурапче практически нет таких современных, благоустроенных уличных пространств, где молодежь может собираться, провести время с пользой. И поэтому мы очень ждем
когда завершится этот проект. Новое пространство станет местом притяжения не только для местных жителей, но и для путешественников. По задумке авторов, проект станет стартовым пространством для всей будущей набережной вдоль реки. Анна Семенова, Виктория Готовцева, Чурапча. Обновление помещений, инженерных систем и закупка нового оборудования для качественного предоставления услуг в столице республики движется к завершению модернизация Якутского кадрового центра. Основной объем работ в рамках национального проекта «Кадры» будет завершен к 1 сентября, но внешние изменения заметны уже сейчас. В офисе по Петра Алексеева 19/3 выполнен косметический ремонт и проведена закупка оборудования. Главной задачей является создание комфортных и современных условий для граждан. И скорость интернета у нас улучшится, и быстрота тех заявлений, модераций, резюме, также и вакансий, предприятий. Это, конечно же, улучшит работу нашу, Центра занятости. На сегодня, мы называемся центром занятости, очень много людей, центр занятости, даже биржа труда и так далее говорят, А мы, по требованию современности будем кадровым центром. В Нюрбинском районе продолжают развивать кормовую базу для животноводческих хозяйств. На местности Каталыктах в этом году посеяли зерновые и кормовые культуры на площади 164 гектара. Для семеноводства выращивают 35 гектаров ячменя сорта «Быян» и 40 гектаров овса сорта «Веленский». Еще 77 гектаров занимает овсяно-вековая смесь, подсолнечник и сорго. Их используют для заготовки силоса. На 48 гектарах выращивают многолетнюю кормовую культуру кострец безостый. Специалисты отмечают, посевы находятся в хорошем состоянии. Нынче мы посеяли на силос, на сочные корма подсолнух, сорго-суданский гибрид, вик-овсяная смесь и овес. Помимо этого мы в целях размножения местных сортов зерновых культур мы посеяли на 37 гектар ячмень, сорт «Быян». Нынче в июне обильные дожди были, из-за этого урожай оцениваем как средний. В Хангаласском Улусе завершился сезон зарыбления реки Лены молодью сибирского осетра. Финальную в этом году партию 240 тысяч мальков выпустила группа ВИЗ, генеральный подрядчик строительства Ленского моста. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Зарыбление реки Лены в районе села Улаханан якутский филиал главрыбвода организует с 2021 года, привлекая к участию промышленные предприятия. Тем самым они компенсируют потенциальный ущерб водным биоресурсам. Мальков разводят здесь же на базе рыбоводного цеха в специальных бассейнах с проточной речной водой. Мощности цеха растут с каждым годом. Больше мальков, больше емкостей для их выращивания. Выведено в общем более миллиона. Это рекорд получается. В прошлом году было более 600 тысяч. Бассейны увеличились на 68 бассейнов. Один из бассейнов стал экспериментальной площадкой. 200 прошлогодних мальков осетра оставили на зимовку в искусственной среде, чтобы оценить их выживаемость. Состояние это у них не изменилось. Конечно, смертность была, но это из-за суровых условий. Сейчас их там 24, что ли. Да, это вполне было ожидаемое. Они должны остаться ремонтно-маточным стадом, должна остаться у нас. Группа ВИЗ участвует в экологической программе по зарыблению второй год. И если в прошлом году предприятие выпустило 16 тысяч мальков осетра, то в этом объемы выросли в разы. Расширились также география и видовой состав рыб. Мы сегодня выпускаем более 240 тысяч особей сибирского осетра ленской популяции. В мае месяце мы здесь же выпустили вчера в количестве более 500 тысяч экземпляров. Также в этом году мы ездили в город Мирный, поселок
более 12 миллионов особей пиляди, это Вилюйское водохранилище. Поскольку речь идет о подрядной организации, строящей Ленский мост, на мероприятие по зарыблению прибыл министр транспорта Якутии Владимир Сивцев. Хотелось бы отметить еще раз, что согласно законодательству данная процедура по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам происходит ежегодно, и это обязательство подрядных организаций при реализации крупных инфраструктурных проектов. Последнюю в этом сезоне партию молоди осетра загрузили в живорыбный комплекс на базе КАМАЗ и доставили к берегу. По традиции первые ведра с мальками выпускают вручную, после чего всю основную массу направляют в реку по специальному рукаву. На этом сезон зарыбления закрыт. Всего в текущем году в экологической программе главрыбвода приняли участие 15 промышленных предприятий. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию имени Ивана Седалищева каждый год проводит акцию «Соберем детей в школу». Участие принимают все желающие жители и сотрудники учреждения. Специалисты центра сортируют все принесенные вещи, проверяют, чтобы ничего не было повреждено, формируют комплекты по возрастам, отдельно для младших классов, отдельно для старшеклассников. Сбор помощи проходит до конца этой недели. Переданные наборы будут большой помощью для семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы не действуем наугад. Списки нуждающихся формируются из числа детей, которые находятся на сопровождении. Это позволяет адресно помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Для родителей это огромное облегчение. И в такие моменты понимаешь, ради чего все это делается. Можно принести вещи в любой ближайший пункт сбора. Все контакты и адреса есть на нашем сайте и в соцсетях. В Алекминске отделом спорта Управления культуры, молодежи, семьи и спорта организованы районные открытые соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Турнир проходит ежегодно, привлекая не только профессиональных волейболистов, но и любителей-новичков. В этом году в соревнованиях приняли участие 6 команд, 3 женских и 3 мужских. Несмотря на малое количество участников, каждая встреча прошла в напряженной борьбе. Игроки показали свое мастерство и командный дух. Все очень ждали эти соревнования, но мы, тем не менее, провели. Наша активная молодежь принимает участие. И я думаю, что пляжный волейбол на свежем воздухе – это очень хорошо и для молодежи, для детей, для взрослых. Я думаю, что мы еще проведем ближе к концу августа выходной день, чтобы было больше команд. Это все были новости к текущему часу. До встречи в дальнейших эфирах.